Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. Каждый день мы начинаем с ярких событий в столетней истории ТССР, и сегодня не исключение. 31 января 1971 года в Казани сдан в эксплуатацию издательский дом по улице Декабристов, тот самый знаменитый Идельпресс. Это новое здание на правом берегу Казанки, образец советской архитектуры. Уже в 70-е годы здесь размещались десятки редакций, и ровно через 6 лет, 31 января, напротив этого здания завершается строительство молодежного центра. Там были большой концертный зал, гостиничный комплекс, спортзал и бассейн. Сейчас там банк. Мы же возвращаемся к реалиям нынешним, и вот каким был день сегодня. Задача за год ввести в эксплуатацию почти 3 миллиона квадратных метров жилья. Это очень сложная работа, очень такая скандальная будет. Как строители будут идти к этой цели и какие проблемы предстоит решить, расскажет Слава Мухаммадулян. Они вернулись домой. Возможно, передать такая радость. Вот 78 лет я его ждала, когда мой отец вернется. Как тела бойцов лыжного батальона перезахоронили в Нижнекамске спустя 78 лет. И кому это было нужно, знает Сергей Хайдаров. Уже 4 дня в Казани закрыто авиасообщение с Китаем. Не проводятся экскурсии никакие, магазины закрыты, центры всякие закрыты. Когда и как татарстанские туристы вернутся домой, расскажет Ленар Гинатуллин. Подарки за бутылки. Если у нас не будет утилизации, то ситуация в крупных городах, она будет очень сложной. В школах Казани установили фондоматы для приема пустой тары. Подробнее об этом Зарина Ахметова. Чиновникам не засиживаться в кабинетах и идти в народ, а руководителей, которые хамят людям, просто выметать с должности. Владимир Путин накануне потребовал усилить взаимодействие властей с населением, при этом используя все известные средства коммуникации. В пример, где такой механизм с жителями уже удачно отлажен, он привел Татарстан. У нас в конце прошлого года пошли обращения от родителей. Их беспокоило, что в свободной продаже подросткам предлагаются снюсы. Айдар Салимгараев презентует Владимиру Путину систему инцидент-менеджмент в действии. Жалоба от родителей, реакция Рустама Минниханова, закон от Госсовета и запрет. Проблема была решена. А в целом у нас эта система работает. Что если вы запретили, то проблема еще не решена. Ну, по крайней мере, инструмент для решения появился. И это лишь один из примеров того, как Татарстан реагирует на вопросы и запросы жителей. Если инцидент-менеджмент отслеживает жалобы в соцсетях, то на портал «Народный контроль» татарстанцы пишут целенаправленно. Народный контроль работает уже с 2012 года. Обработано более 250 000 обращений. Решено более 93%. Где бы ни жил человек, он хочет жить достойно. Для этого он должен быть услышан, где бы ни находился. Владимир Путин просит муниципалитеты активизироваться, ведь они ближе всего к людям, а именно для них созданы национальные проекты. Муниципальной власти нельзя засиживаться в кабинетах, нужно быть с людьми, обсуждать с ними самые насущные вопросы. Механизмы прямой коммуникации власти и граждан уже выстроен во многих регионах. Красногорск, Татарстан, Москва, еще несколько регионов. Но этого маловато. Нужно тиражировать эти положительные практики по всей стране. Своим опытом поделился мэр Казани. Здесь Ильсур Мешин представлял не только столицу республики, но и ассоциацию городов Поволжья. Он обратил внимание, с годами круг полномочий у местного самоуправления расширился. Но финансирование осталось прежним. 20 задач, 10 патронов. Не у каждого талант с одного выстрела 2 мишени поразить. И вот они играют в эти пятнашки. И такая важная отрасль, как муниципальная власть, наверное, не должна быть отдана на откуп просто отношениям, какие сложатся между мэром и губернатором. Мэр Казани отметил, ему повезло как с первым, так и с нынешним президентом республики. Казань действительно изменилась за последние годы капитальным образом, это правда. Благодаря общим усилиям и республики, и жителям Казани, вашим усилиям, ну и федеральной поддержки. Важно обеспечить единство всех уровней публичной власти, отметил президент. Он поручил начать разработку проекта новых основ государственной политики в сфере развития местного самоуправления. Зарина Ахметова, ТНВ, Московская область. Вести почти 3 миллиона квадратных метров жилья, искать вкусные рецепты благоустройства дворов и быть конструктивными при проектировании объектов. Такие задачи от президента республики сегодня получило Министерство строительства. Рустам Минниханов отметил, все новинки должны активно обсуждаться с жителями. О том, что двор построить – это не просто гараж снести. Салават Мухаммадуллин. Сколько людей здесь, видишь, даже в такую погоду сейчас гуляет.
Это бульвар «Белые цветы». Еще 2 года назад здесь была стихийная парковка и свалка мусора. Сейчас об этом ничто не напоминает. Этот бульвар может служить отличным примером для программы «Наш двор». Проектировались белые цветы с помощью жителей. То есть были встречи, беседы, согласования. В итоге здесь есть место для отдыха и для пожилых, и для молодых пар, и для детей. И все довольны. Точно так же в республике планируется отремонтировать тысячи дворов. Следующий шаг у нас очень сложный, но неудобный. Мы сейчас будем работать, половина двора будет за то, что мы работаем, половина будет нашими врагами. А потому нужно конструктивно объяснять, и у каждой территории должен быть свой рецепт капремонта, отметил президент. Как раз рецепты для дворов Казани, Челнов, Альметьевска и Арска сегодня представили архитекторы. Я сейчас уже думаю, возможно, изменения в нормативно-правовые акты, законодательства Российской Федерации, чтобы транслировать предложения, которые будут сегодня озвучены для всех наших городов. И Татарстану есть чем делиться. Только в этом году наши строители планируют ввести почти 3 миллиона квадратных метров жилья, построить и отремонтировать 59 ФАПов, плюс 22 новых детских сада и 5 школ. Все в рамках национальных проектов. Возможно, больше будут строить для соципотечников. Предлагается рассмотреть программу Государственного жилищного фонда с точки зрения увеличения объемов, может быть, с привлечением новых подпрограмм. Предлагается изменить и программу по замене котлов. Если мы такими темпами всего 63 миллиона будем использовать на замену котлов, это очень мало. В течение 10 лет мы добьемся только старых еще заменить. А то, что сегодня поставили, они уже старыми становятся. Говоря о задачах, Рустам Минниханов заострил внимание на работе с населением и на программе по оздоровлению Волги. Кама, Волга, и мы туда все сливаем. Это стыд позорно. Ты должен любить то место, где ты живешь. Нам нравятся те дворы, куда мы зашли, но если мы сейчас еще правильно все это выстроим, это очень сложная работа, очень такая скандальная будет. Попробуйте один гараж снести. В таком высоком темпе работа будет идти минимум до 2024 года. Ведь один из главных двигателей национальных проектов – строительство. Салават Ухмадуллин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Татарстан, который так много реализует строительных программ, сейчас сам растит молодых архитекторов и прямо со школьной скамьи. Сегодня президент Рустам Минниханов приехал в детскую архитектурно-дизайнерскую школу, если коротко, это Дашка. Здесь недавно завершился большой ремонт, и в каких условиях создаются первые эскизы будущей республики, увидела Вероника Гайнудинова. Работаем. Архитекторами не рождаются, ими становятся. Как сегодня увидел Рустам Минниханов. Будущих дизайнеров, графистов, проектировщиков в школе сейчас 1400. 2 года назад не было и половины. Не хватало места. Реновация все решила. На цвет, на пластику, на форму. Они у нас очень талантливые. Вот малыши придумывают героев. Готовый мультфильм вместе с ними смотрит Рустам Минниханов. А здесь ребята проектируют дворы. Какими их видят они? Одно дело мы видим, а как дети видят, да, их не видим. Студия мультипликации, аудиовизуального искусства и 3D-моделирования. Все современное. Будущие архитекторы учатся уже по новым технологиям. В режиме реального времени на улицах появляются дома, парки, памятники. Какая у вас дипломная работа? Я делаю жилой квартал около Среднего Кабана. Ассоциации фигур под музыку изучают искусство, живопись, аппликацию и экспериментируют, все это соединяя. Мы начинаем с того, что делаем сначала рисунок, который потом накрывается еще одним слоем бумаги и рисуются узоры для наличника окна. Есть в этой школе и то, чего не увидишь в других. Так, например, в этом классе дети занимаются моделированием, а уже в этом кабинете их родители изучают изобразительное искусство. Дашка открыта при КГАСУ, поэтому куда идти учиться дальше, вопрос для них не стоит. Вероника Гайнудинова, Дельмин Дубаев, ТНВ, Казань. К другим новостям. Они вернулись домой спустя 78 лет. Сегодня в Нижнекамске перезахоронили останки солдат татарского лыжного батальона. Их нижнекамские поисковики искали с 2002 года. 19 солдат из ТССР погибли в бою около города Великие Луки во время Великой Отечественной. Проститься с героями приехали родственники со всей России.
Автоматные очереди, ожесточенные бои и солдаты, бегущие под крики «Ура!». Страшные события января 1942 года сегодня детально реконструируют в Нижнекамске. У нас ППШ-41, винтовка Мосина на левом плече, обмундирование полностью соответствует по Великой Отечественной войне. Ровно 78 лет назад в Псковской области по деревне Великие Луки, обессиленные голодом и холодом, лыжники вступили в схватку за важный участок фронта. 40 градусов мороза, 500 человек, 561 человек их было, они много погибло, замерзли, но они стояли насмерть. Сегодня солдаты из Татарстана вернулись домой. В братской могиле захоронили 19 человек. Проститься приехали родственники из Москвы, Тольятти, Самары, Нижнего Новгорода, а также районов и городов республики. Такая радость, просто, знаете, невозможно передать. Такая радость. Вот 78 лет я его ждала, когда мой отец вернется. Не замерзли? Нет. Разве можно тут замерзнуть? Мэр Айдар Мешин сегодня тоже здесь. Его дед Нурулла Шарифуллин воевал как раз в 80-м лыжном батальоне. Вместе со служивцами погиб под Великими Луками. Очень важно это для нашей семьи, для всей нашей семьи. Не говоря о том, какие чувства испытывает мама. Мы когда вспоминаем о войне, говорим, и мама всегда с таким особым чувством говорила о том, что вот ее отец не погребен. Эту историческую несправедливость исправили нижнекамские поисковики. С 2002 года они занимались сбором информации по татарскому лыжному батальону. Найти останки только полдела, говорят они. Очень долго мы, например, искали Меркуловых. Они оказались в Свердловске, в Екатеринбурге. Да? Вот. И до сих пор не можем найти Родионова Степана Дмитриевича, родственников. Из 19 солдат лыжного батальона только у 9 нашли родственников. Поиски остальных продолжатся. Сергей Хайдаров, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ Нижнекамск. Масочный режим, обеззараживание воздуха и проверка прилетевших на симптомы коронавируса. По распоряжению Роспотребнадзора в аэропорту Казани действует особый санитарный режим. Сегодня 340 татарстанцев, отдохнувших в Китае, вернулись на родину, но около 1,5 часов после прилета туристов не отпускали домой. Как проходит проверка в аэропорту, разбирался Ленар Гинатуллин. Уважаемые пассажиры, рейс 756 задерживается. Уже 2 часа, как приземлился самолет из Китая, но зона встречи все еще пустая. Все 342 пассажира проходят комплексное обследование. Только после их начинают выпускать. Мазочек из носа, из горла взяли мазочек, да. 3 анкеты мы заполнили, то есть, если что, и на температуру мерили в самом самолете. Какие результаты, как мы узнаем результаты? Ну, если я заражен, мне позвонят. Результаты анализов будут готовы спустя 6 часов. Получается, если у вируса инкубационный период, опасность распространения есть. Но сами туристы утверждают, что в Китае паники не было. Обстановка спокойная, мы ничего не боялись. Мы по приезду в Казань что-то испугались, такая проверка, такая это. То есть там в масках никто не ходит? Как не ходит? Все в масках ходят. Маски в Китае превратились в обязательный атрибут. Туристы рассказывают, без них даже в магазин не пустят. Все закрыто. Вот это, конечно, большой минус, то, что не проводятся экскурсии никакие, магазины закрыты, центры всякие закрыты. Народу очень мало. Все уезжают, и китайцы, и русские. По данным Роспотребнадзора, в аэропортах Казани, Бигишева досмотрено 209 рейсов. Это более 35 тысяч пассажиров и членов экипажей. Лиц с признаками опасного заболевания не выявлено. Как вы видите на табло, нет ни одного вылетающего рейса в Китай, потому что авиасообщение на вылет с этой страной уже закрыто. Но на прилет пока работает. Там осталось около 300 татарстанских туристов. Они прибудут в Казань ближайшим рейсом 3 февраля. Ленар Гинатуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Напоминаю, в нашей редакции есть WhatsApp. Его номер 8 987 420 0101. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео, могут стать репортажами в наших выпусках. Баллы за бутылки. В 20 школах Казани сегодня установили фандоматы для приема пустой тары. Одними из первых экологические новинки опробовали президент Татарстана и генеральный директор госкорпорации «Ростех». Республика стала пилотным регионом, где появились аппараты российского производства. Об их предназначении Зарина Ахметова.
так, свой вклад в экологию одним из первых внесли Рустам Минниханов и глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. Получилось не сразу. Тара принимается без жидкости и только штрих-кодом вверх. Шутят, перед фантоматом и президент, и школьник равны. Фантомат может вместить примерно 300 таких алюминиевых банок или 1000 пластиковых бутылок. С каждой тарой можно получить чек и таким образом копить баллы. У меня уже 5 баллов. А в конце учебного года школьники смогут обменять их на подарки. Пока аппарат установлен лишь в 20 школах Казани. По оценкам экспертов, у одной выброшенной в контейнер бутылки есть 20% шанс на переработку. С фантоматом уже 90%. Если у нас не будет раздельного сбора, если у нас не будет утилизации, то ситуация в крупных городах, она будет очень сложной. Фантоматы эти российские собраны в Волгограде. Производитель дочерней компании Ростеха. Помимо аппаратов для сбора тары, в Казани планируют создать целую инфраструктуру по обращению с отходами, в том числе сортировочные центры. Необходимо создавать, прежде всего, центры по сортировке мусора и переработки на электроэнергию. Такие заводы, 4 завода будут построены в Подмосковье и 1 завод здесь, недалеко от Казани. Этот проект пилотный. Специалисты считают, если в столице республики установят порядка 3000 фантоматов, тогда от них и будет наибольший эффект. Зарина Ахметова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Это новости Татарстана, и смотрите далее. Меняться, меняться и еще раз меняться. Это говорит о том, что надо не бояться экспериментировать. Что конкретно нужно делать в масс-медиа республики, узнал Дмитрий Аринин. Новый сезон, новые шедевры. Не прекращающие ни в какие родные, застойные или иные годы. В Татарстане стартовал Шаляпинский фестиваль. Великую музыку услышал и Рамиль Шайдуллин. Как можно нарастить показатели сейчас и что в долгосрочных планах? Рустам Минниханов продолжает встречи с руководителями промышленных гигантов республики. Сегодня на встречу с ним пришли руководители ПОЗИСа, КМПО и Зеленодольского судостроительного. Какие обороты на производствах, об этом далее. Первым в плотной повестке встреч сегодня ПОЗИС. Рустаму Минниханову докладывают, в минувшем году предприятие нарастило производство. Особенно больше стали выпускать нестандартное оборудование, инструменты и элементы оснастки. Выручка перешагнула рубеж в 14 миллиардов рублей. Послание президента. Вопрос экономики. Какие резервы у нас есть? Первая задача, что мы можем сделать, скажем, в сегодняшних условиях, план на ближайшие 5 лет, что для этого нужно. Далее без раскачки к делам Зеленодольского завода имени Горького. В минувшем году предприятие сдало заказчику 5 судов, и столько же было заложено. Сейчас идет работа над малыми ракетными катерами и судами спецназначения. Полностью выполнен госзаказ. Корабли даже сдавались на полгода раньше установленного срока. Освоены были новые серии кораблей. С шагом в час к показателям КМПО. Здесь, как доложили, к декабрю минувшего года объем реализации промышленной продукции превысил план, достигнув 106%. Нас интересует, как вы завершили, какие у нас возможности по этому году, что мы можем объяснить, потому что там и Борисов уходил, и вообще задача сейчас промпроизводства, Рособъемов. Это очень важно. Общий посыл всем промышленникам, кроме экономики, улучшаться должны условия работы и зарплаты работников предприятий. Сергей Хайдаров, Дмитрий Аринин, Сергей Кузьмин, ТНВ Казань. Сегодня Рустам Минниханов отправил поздравительную телеграмму главе и всем жителям Кукмарского района. Они одними из первых в Татарстане перешагнули планку надоя молока 300 тонн в сутки. Это важный для экономики республики результат, значимый вклад в развитие молочного скотоводства, а также замечательный пример для тружеников других районов. Ваш профессиональный труд заслуживает самого глубокого уважения, говорится в телеграмме президента Татарстана.
Фарид Мухаммедшин сегодня принял участие в заседании Приволжского межрегионального координационного совета партии «Единая Россия» в Нижнем Новгороде. Единороссы обсудили стратегию участия партии в предстоящих избирательных кампаниях. В Татарстане это выборы президента республики и депутатов законодательных органов местного самоуправления. Как отметил Фарид Мухаммедшин, предстоит избрать свыше 7 тысяч человек. Партия намерена укрепить свои позиции. Для этого будут активнее работать с профсоюзами на предприятиях, чтобы совместно решать социальные вопросы сотрудников. Бороться за аудиторию, искать новые способы подачи и не сдаваться в стремлении совершенствоваться. Такие задачи сегодня поставили руководители масс-медиа на заседании коллегии Республиканского агентства Татмедиа. Главный тренд – все стремительно меняется, нужно успевать перестраиваться на новый лад, чтобы увеличить количество читателей и телезрителей. Это и цифровизация, и большее влияние соцсетей. Что при этом в журналистике должно оставаться неизменным, узнал Дмитрий Аринин. Сейчас медиаполе в республике одно из самых насыщенных и плодотворных в нашей стране. Работает около 1000 изданий. Это традиционные печатные газеты и журналы, а также теле- и радиоканалы, а также новые интернет-издания, которые вещают не только на своих сайтах, но и в различных социальных сетях и мобильных приложениях. Как подсчитали, тиражи печатных изданий стали сокращаться. Пошла в рост их же аудитории в интернете. Так уже больше половины татарстанцев в соцсети заходят каждый день. При этом телевидение продолжает удерживать внимание. По замерам IP-подписчиков Таттелекома различные телеканалы смотрят 3/4 семей Татарстана. И здесь лидирующая доля у ТНВ. Следом идут федеральные каналы. Мы видим, что люди продолжают смотреть телевидение, и это говорит о том, что надо не бояться экспериментировать и думать дальше вперед, заглядывать и создавать новые продукты и дальше развиваться. И все это медийное поле ждет большая перезагрузка. Она уже началась. Сейчас меняется вообще модель потребления информации. Мы живем в эпоху поколения сторис. А впереди нас ждет поколение ТикТока. И мы, в первую очередь, традиционные СМИ, должны об этом задуматься. Так новый эксперимент призван поднять продажи печатных изданий. На смену сокращающимся киоскам придут терминалы, фандоматы. При всех переменах многое в масс-медиа должно оставаться незыблемо. Руководство республики ставит целый ряд задач. Первое – сохранение родных языков и культур народов. Духовном укреплении в обществе атмосферы дружбы и доверия. Детальнее нужно рассказывать о национальных проектах. Какую практическую пользу получает каждый житель республики от реализации данных проектов? Не только освещать проблемы, но и находить пути их решения. Обсуждение, а также последующее формирование о принятых мерах. Это и есть компетентный и ответственный подход в вашей работе. И главное, чего ждут от СМИ, что называется задач на все времена – объективность и достоверность. Дмитрий Аринин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Сегодня в Москве завершилась международная специализированная выставка пластмассы и каучуков «Интерпластика-2020». Свою экспозицию развернул Нижнекамск нефтехим. За широкие ассортименты и высокое качество представленной продукции компания удостоена диплома. Успешно на Интерпластике-2020 поработали специалисты Нижнекамскнефтехима. На стенде компании были представлены все выпускаемые виды пластиков и каучуков, а также новый марочный ассортимент. Например, сегодня компания освоила производство линейного полиэтилена низкой плотности для производства высокопрочных пленок и геомембран. С Нижнекамскнефтехим мы уже работаем. Здесь есть возможность подробнее познакомиться со всеми видами их продукции и достичь дополнительных договоренностей. Представители Нижнекамскнефтехима провели на стенде более 70 различных переговоров и встреч с переработчиками. В этом году на Интерпластике мы сфокусированы на мелких и средних переработчиков. Сегодня государства и банки предлагают выгодные условия для их создания, и нам необходимо поддержать выбор их марочного ассортимента в выгодных условиях и стабильными поставками сырья. Организаторы выставки отметили татарстанского производителя дипломом за широкий ассортимент и высокое качество представленной продукции. Что новое ждет бизнес с февраля 2020-го? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Электростанции Татарстана в прошлом году увеличили выработку на 6%. Общий переток электроэнергии поставил больше 1,5 миллиардов киловатт. Энергетики республики подводят итоги минувшего года. Сегодня станции ТГК-16 занимают более половины рынка тепловой энергии Татарстана. Так, по итогам прошлого года предприятие выработало более 9 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Это на 96% больше по сравнению с 2018-м. А производство тепловой энергии составило больше 20 миллионов гигакалорий. При этом отпуск в виде пары
составил 85%. В составе ТГК 16 две крупные станции – Казанская ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ-1. Предприятие десятилетиями обеспечивает электроэнергией и теплом растущие потребности экономики Татарстана. Особенно хотелось бы отметить положительный темп застройки жилищного комплекса Салават-Купыре. С вводом новых объектов и подключением их к тепловой сети отпуск тепловой энергии в этот район увеличился на 25% в сравнении с 2018 годом. Наша компания является единой теплоснабжающей организацией в этой зоне, где тарифы на отопление являются наиболее низкими в городе Казань. Станции компании в 2019 году остались востребованными в энергосистеме и ежегодно наращивают динамику производства. Эта музыка будет вечной. В Казани сегодня открылся 38-й международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина. Он приурочен к 145-летию Казанской оперы и 80-летию Татарского оперного театра. Традиционно организаторы приготовили шедевры мировой классики. Впечатлениями с нами поделится Рамиль Шайдуллин. Традиционно в дни Шаляпинского фестиваля в опере вспоминают самые главные и звездные роли Федора Ивановича. И хотя это уже классика, начинка фестиваля всегда новая. Новый репертуар, новые составы и новые даты. Мы сегодня в 38-й раз собираемся и проводим Шаляпинский фестиваль. Это событие, не прекращающее ни в какие трудные, застойные или иные годы на оперу и на фестиваль Федора Ивановича Шаляпина. Этот зал всегда был полным. С чем я хочу и поздравить всех вас. Сейчас этот зал выглядит так, но еще пару минут назад здесь было многолюдно. Старожилов оперы за одним столом собрал Фарид Мухаммедшин. Он пришел специально, чтобы поздравить их со 145-летием Казанской оперы и 80-летием оперного театра. Это замечательно. Это большое событие не только Татарстана, не только Казани, но и России, поскольку это один из старейших фестивалей и очень значимый фестиваль. И с каждым годом этот фестиваль набирает обороты, набирает какую-то репертуарную интенсивность. И, вы знаете, публика ждет его. Мы узнаем новые имена, новые произведения, новые постановки. И особенно это важно, мне кажется, для молодежи, потому что молодежь нужно приучать ходить на такие мероприятия. Как театр начинается с вешалки, так и Шаляпинский фестиваль шедевров мировой классики. И если раньше это уже проверенные временем Сивильский цирюльник, Трубадур или Регалета, то в этом году ставка на дебютанта прошлого года – оперу «Царская невеста». Каждый год ходим на фестиваль, так что, наверное, если только какие-то новые имена, ну и, как всегда, замечательное настроение и позитивный настрой. Новых постановок, культурного просвещения. Ценителям оперы будет на что посмотреть и, конечно, что послушать еще больше 3 недель. За это время здесь покажут Регалету, Сивильский цирюльник и еще много классических вещей мировой, российской и национальной оперы. Рамиль Шайдуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте, Инстаграм. Далее прогноз погоды. До встречи. Лада Веста с автоматической трансмиссией за 440 рублей в день. Европейское качество, экологически безопасное антипригарное покрытие, длительное и комфортное использование. Все это посуда Кукмара. Тепло и уют в каждый дом. 8 800 333 93 45. Спешите видеть в Казанском цирке с 31 января и только до 1 марта «Тигры, львы» и «Якутский цирк». У пенсионеров дел так много важных. Время сделать перерыв, отдохнуть в Чувашии, свежим воздухом дышать, здесь гулять, общаться, процедуры принимать и просто расслабляться. Санаторий Чувашия дарит пенсионерам скидку 20%. 83 52 300 700. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов. 0+.
Здравствуйте! В студии София Егорова. Подробнее о погоде после полезной информации. Хотите новый шкаф-купе? Качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%. Звоните в Данил Мастер 2-167-166. Или приходите Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлаха и Азнакаево ожидается пасмурный и снежный день. Минус 2-4 градуса. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Лабуге пройдет небольшой снег. Будет довольно тепло, всего минус 1. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши облачно, местами снег, минус 1-2 градуса. В Арске, Кукмаре и Балтаси облачно, ожидается небольшой снег, днем 0, минус 1. В Болгаре, Дрожжином, Буинске небо будет затянуто снежными облаками. Температура будет держаться на отметке минус 1 градус. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше сыро и довольно тепло, минус 1. Существенных изменений в погоде не прогнозируется. Будет пасмурно и ожидается мокрый снег. В столице Татарстана будет пасмурно, не исключен небольшой снег. Днем столбики термометра достигнут отметки минус 2. Ветер юго-западного направления, от умеренного до сильного. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 91%. В магнитном поле Земли без значительных колебаний. На дорогах сильная гололедица. Будьте осторожны. На этом наш выпуск завершен. До свидания.